эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава Якутии встретился с героями России Игорем Юргиным и Николаем Соболевым. Всего высшая награда страны вручена 6 якутянам. Участники СВО могут получить индивидуальные протезы за счет государства. Для оказания помощи в процесс протезирования вовлечены не только Фонд «Защитники Отечества», но и местные компании. Индексация социальных пенсий, весенний призыв в армию, начало приема в первый класс. Расскажем, что изменится в России с 1 апреля. С 1 апреля стартует прием детей в первый класс. Расскажем, как подать заявление, какие нужны документы и у кого есть льготы. Уютное чтение для всей семьи. В республике запускают акцию для диалога детей и взрослых. Владимир Путин поручил правительству внести структурные изменения в законодательство с тем, чтобы исключить неравенство в уровне зарплат бюджетников в разных регионах. Кроме того, президент поручил правительству добиться неукоснительного соблюдения установленных целевых показателей уровня заработной платы работников бюджетного сектора. Речь идет о периоде с 25 по 27 год, когда в стране будут внедряться пилотные проекты новой системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Ответственным за реализацию этой задачи назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Доклад от него ожидается до 31 декабря нынешнего года, далее раз в год. Айсан Николаев встретился с героями России Игорем Юргиным и Николаем Соболевым. Профессиональные военнослужащие родом из Якутии в зоне специальной военной операции находятся с 22 года. Игорь Юргин – уроженец Алданского района, командир штурмового отряда, кавалер 2 орденов мужества, медалей за отвагу и за боевое отличие. Николай Соболев из Якутска, командует мотострелковым батальоном. Также награжден 2 орденами мужества, медалями за отвагу и за боевое отличие. Проходил службу в Сирии. Высшую государственную награду страны, звезду Героя и пистолет Ярыгина, якутянам вручил лично министр обороны России Сергей Шойгу. Я очень сильно люблю свою родину, очень сильно люблю Якутию. Я называю свой дом это местом силы, когда я приезжаю туда просто от того, как ты прилетел домой. Да, вышел даже с самолета, другой. вот этот воздух, да. Все по-другому. Запах, люди, которые окружают, северные люди, они намного отличаются. Дом, свой любимый, родной, маленький поселок. Я, все там люблю, каждый камушек знаю, где лежит. Я очень-очень сильно люблю свою родину прям. Да, очень тепло, Очень встретили тепло. Прям как-то, родные. Простой душевный разговор, Да. мужской. Большая дикая мечта съездить уже домой в Якутск, посмотреть. Я очень люблю природу. Мы с отцом часто ездили в экспедиции по Якутии. То есть там в разные озера, там частичку истории даже находили с Великой Отечественной войны, там упавший самолет там, с важными документами, который не долетел, вот там тоже якутский пилот летел. Награждение было закрытое, поэтому его бы просто не пропустили, поэтому без родственников все были. Участники специальной военной операции, получившие во время боев увечья или другие травмы, могут получить индивидуальные протезы за счет государства. Для оказания помощи в процесс протезирования вовлечен не только Фонд «Защитники Отечества», но и местные компании. На одном из таких предприятий побывал наш корреспондент Вероника Таюрская. Один из бойцов специальной военной операции потерял ногу в ходе боев 6 июля 2023 года. Молодой человек не растерялся и понял, что надо жить дальше. Поэтому обратился в социально-реабилитационный центр, где буквально за считанные дни ему изготовили 2 модели протезов на все случаи жизни. Теперь он может не только водить машину, но и заниматься адаптивными видами спорта. Там группа у нас была. Там написали, что вот такие пацаны есть, что там протез делают. Я сразу Денис Юрьевич вышел, он сразу поговорил со мной и сразу давай встретимся. Так. Сразу, через 5 минут они уже ко мне были, приехали. Посмотрели, что там, как, и все сделали нормально. Сейчас одел. Комплексный медицинский социально-реабилитационный центр опорно-двигательного аппарата занимается протезированием конечностей для участников спецоперации с октября 2023 года. Как отметил директор центра Денис Малышев, все делается индивидуально, а по изготовлению ветераны имеют возможность пройти курсы по управлению протезами.
Большую благодарность территориальному фонду обязательного медицинского страхования, поскольку они нам выдали квоту на амбулаторно-поликлиническую помощь травматолога-ортопеда. То есть я бесплатно осматриваю пациентов, которые нуждаются в протезировании, ортезировании. А потом далее уже по линии фонда или по линии социального фонда уже мы изготавливаем протезы рук или ног. Благодаря протезированию конечностей у ветеранов СВО появляется возможность вернуться в спорт или же начать им заниматься. Накануне фонд «Защитники Отечества» совместно с бронзовым призером Паралимпиады Степанидой Артахиновой провели встречу, где обсудили возможности занятия адаптивным спортом. Они не имели представления, что в паралимпийском движении, в стрельбе могут стрелять зубами, без рук вообще стреляют, специально одевают приспособления. Рассказали именно что все возможно, если есть желание. Между филиалом «Защитники Отечества» и Министерством по физической культуре и спорту Якутии было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому планируется развивать адаптивный спорт среди участников и ветеранов спецоперации. С начала работы филиала для ветеранов боевых действий и участников спецоперации на постоянной основе проводятся мастер-классы по паралимпийским видам спорта совместно с Центром адаптивной физической культуры и спорта. Поддержка и последующая адаптация после потери конечностей ветеранов специальной военной операции является одной из важнейших задач не только республики, но и России. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Школьники из подшефного Якутии города Докучаевска в ДНР побывали в Москве. Поездка была организована при содействии нашего постоянного представительства. Ребята увидели Красную площадь, Воробьевы горы и, конечно же, познакомились с культурой народа Саха в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Все подробности у Максима Кардозу. Спасибо, Якутия! 25 старшеклассников из Донецкого Докучаевска на неделю приехали в Москву. Одним из самых ярких впечатлений для них стало посещение выставки форума «Россия» на ВДНХ. С особым интересом ребята побывали на якутском стенде, узнали об истории, культуре и достижениях региона-шефа, а также жизни молодежи и вузах республики. Понравилось на ВДНХ, особенно на Якутии, тут на зоне. Было очень интересно познать другой народ, другие традиции. И я считаю, что каждый человек должен уважать чужие традиции и народы. Мне очень понравилась сама столица Москва. Мы пока сюда ехали, тут было очень красиво, что по дороге мы останавливались в определенных местах, таких как Москва-Сити, определенные соборы, и экскурсовод нам рассказывал подробнее, что да как. В начале года Якутия взяла шефство над городом Докучаевск Донецкой Народной Республики. Он находится недалеко от линии соприкосновения. Там много разрушений, и людям необходима поддержка. Якутские специалисты помогают ремонтировать дороги, пострадавшие от обстрелов жилые дома. Будет восстановлен и местный дом культуры. Ведется и другая социальная работа. Очень большое одобрение вызвало среди населения, когда появились наши врачи в Докучаевской городской больнице. Вы знаете, близость фронта сказывается там, конечно, там много достаточно поступает военных и гражданское население. Не хватает, конечно, врачей. Многие, так же, как и в Кировском, большинство мужского населения на фронте. И, конечно, наша команда, которая приехала, они, по-моему, уже более 160 операций провели. Там и хирурги, и травматологи, и анестезиологи. Хотя Якутия – это вечная мерзлота, но, мне кажется, от доброты, от щедрости душевной якутов, мне кажется, должно растаять. Это настолько добрые люди, такая положительная энергетика идет от тех людей, с которыми посчастливилось нам встретиться в городе Докучаевске. Спасибо большое. Ребята из Докучаевска увезут из Москвы массу впечатлений, но дома их тоже ждут многочисленные изменения. Так, во время заседания Единого координационного центра было озвучено, что в городе скоро откроется МФЦ. Планируется создать Центр информационных технологий, а кино в высоком качестве можно будет посмотреть с помощью якутской системы «Экстра Синема», которая прекрасно зарекомендовала себя во многих городах России. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва.
Во втором месяце весны начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Будет проиндексирован размер социальных пенсий, вырастут выплаты работникам здравоохранения, а для собственников квартир в краткосрочном найме предусмотрят дополнительную ответственность. Сразу несколько изменений коснутся сдачи на права. Подробнее об этих и других нововведениях в следующем материале. Повышение социальной пенсии, весенний призыв, прием в первый класс. Расскажем сегодня, что ждет якутян с началом апреля. С 1 апреля у россиян повысятся социальные пенсии. В этот раз пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца детям повысят на 7,5%. Одновременно с этим возрастут пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, добровольцев и членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны. В целом решение об индексации затронет более 4 миллионов человек. На его реализацию предусмотрено почти 37 миллиардов рублей. Также с апреля стартует весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. В армию призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять и не пребывающих в запасе. Некоторым категориям граждан запретят допуск к сдаче экзаменов и выдачу водительских удостоверений. Это касается лиц, лишенных водительских прав, не выполнивших условия возраста водительского удостоверения по истечению срока лишения права на управление транспортным средством, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на алкоголь или требования о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные вещества. Регионы смогут установить запрет на наливайки в многоквартирных домах. Речь идет о тех организациях, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции. Региональные власти получат право устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков только в ресторанах и барах. Также устанавливать требования на ограничение по времени продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Стартует приемная кампания по зачислению в первый класс. Она начнется не позднее 1 апреля, конкретные даты определят сами школы. Первый этап приема продлится до 30 июня. В этот период в школы зачислят детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, и тех, кто проживает на закрепленной за школой территории. Возможность попасть в другие школы при наличии в них свободных мест появится позже, 6 июля. Подать заявление можно через единых или региональные порталы госуслуг, а также лично в школу или заказным письмом с уведомлением о вручении. Появятся административные санкции за правонарушения в сфере производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции. С 1 апреля начнут наказывать за производство или оборот табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции и сырья без лицензии, использование основного технологического оборудования с нарушением порядка его госрегистрации и консервации, а также незаконные производства и оборот табачных изделий, продукции и сырья физлицом. Новые изменения в условиях сдачи квартиры в многоквартирном доме в наем или аренду. Так, при предоставлении жилья во владение или пользование другому лицу потребуется учитывать права и законные интересы соседей. Кроме того, сдача квартиры в наем или аренду будет возможна только при условии соблюдения правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Поправки начнут действовать с 3 апреля. В первый раз в первый класс в Якутии начался прием заявлений в начальную школу. И перед тем, как первоклассник сядет за школьную парту, родителям нужно пройти процедуру зачисления, которая традиционно проходит в 2 этапа. Записать ребенка можно уже с сегодняшнего дня. Подробности в следующем сюжете.
Главным критерием зачисления детей является близость школы к дому. В каждом образовательном учреждении заранее определяют перечень адресов, по которым детей принимают в первый класс. В этом году около 6 тысяч мальчиков и девочек должны стать учениками первых классов. Первый этап у нас начинается с 1 апреля. У кого есть регистрация в городе Якутске, а также по закрепленной территории и у льготников. Есть 3 вида льготы. Это внеочередники, первоочередники и преимущественное право братьев и сестер. Второй этап у нас начинается с 6 июля. Вне зависимости от регистрации на свободные места. Указу главы нашей республики, значит, не первоочередное право поступления имеют также дети служащих специальной военной операции. Многие школы принимают к себе по несколько классов за раз. Так, например, общеобразовательная школа номер 2 города Якутска в этом году принимает 5 классов, в котором 3 из них будут с якутским направлением. Каждый из них рассчитан на 30 человек в среднем. Эта школа является одной из немногих, где якутские традиции сохраняются. Наша школа, как вы знаете, национальная политехническая школа, вот поэтому у нас очень много традиций. Одна из традиций сегодня вы видели, что дети и наши учителя, я тоже должен был одеть якутский костюм. Мы все одеваем каждый месяц 1 числа национальный костюм традиционный. Для каждого учителя учебный класс – это новая страница обучения. Но для Анны Васильевны взять под крыло первоклашек не составит труда. Ведь она работает учителем уже более 23 лет и берет кураторство над первым классом уже не впервые. Каждые 4 года мы, учителя начальных классов, набираем новый класс. Быть учителем, наверное, это призвание все-таки, да? Дать как бы толчок для образования, для маленького человека, жизнь, большую среду. Когда дети уже зачислились, да, у нас в нашу школу, вот после этого, этих всех испытаний у нас идет 4 дня школа будущего первоклассника, когда ребенок и учитель в тесном контакте знакомятся, и учитель за эти 4 дня ребенка смотрит, и что ему нужно, что необходимо за лето, да, это все обговаривается с родителями. Заявление в школу можно будет подать на едином портале госуслуг. Документ будут рассматривать в 3 рабочих дня после окончания приема заявок. Дарья Короленкова, Иван Сорокаумов, Якутск. Выбор за гражданами. Якутяне определяют, какие места будут красивыми и удобными для всех в этом году. С 15 марта по 30 апреля проходит всероссийское голосование, в рамках которого представлено 67 объектов из различных населенных пунктов региона. В прошлом году свои голоса отдали 74 690 человек, а на данный момент в голосовании уже поучаствовали более 30 тысяч жителей Якутии. Напомню, что проголосовать можно 3 способами: через госуслуги, на сайте 14 Горсреда и в официальных штабах волонтеров. До конца голосования осталось 29 дней. Комфортная городская среда – это национальный проект, который обязательное требование – это вовлечение граждан, то есть их участие, их мнение. Это очень важно для нас. И в настоящее время голосование объявлено с 15 марта по 30 апреля. Участвует 31 населенный пункт. Каждый выставляет разное количество объектов. Где-то есть и 4 объекта, где-то 1 объект. В столице региона завершился 2-й республиканский детский архитектурный фестиваль, на котором собрались самые креативные и талантливые учащиеся, поразившие экспертов своими новыми идеями. Фестиваль был проведен при поддержке Фонда будущих поколений и компании «Алроса». Итогом работы 3-дневного детского архитектурного хакатона для учащихся Кылахской средней школы Айтала Терехова и Владимира Торговкина стал 4-метровый фиолетовый подснежник. Именно такой арт-объект они хотят видеть в будущем на территории строящегося парка будущих поколений в Якутске. Ребята выбрали фиолетовый подснежник как символ родного Алекминского улуса. Цветок необычного цвета растет и украшает весну только в некоторых районах Якутии. Фиолетовый подснежник растет у нас на родине, в Алекминском районе. Другого цвета нет? Другого цвета, да, нет. Материалы, вот верхняя часть лепестка выполнена из полиэтилена и вот камни чароид, который тоже добывают у нас на родине.
Уникальную возможность воплотить свою задумку в жизнь подарил ребятам детский архитектурный фестиваль «Архитон», который проводится во второй раз при поддержке Целевого фонда будущих поколений и компании «Алроса». В рамках фестиваля также прошел конкурс архитектурно-художественного творчества «Моя Якутия», где ребята представили концепт идеи в виде малых архитектурных форм. У большинства ребят новые такие веяния, видения именно нашего духа, якутской культуры именно в скульптурах, так скажем, архитектурных формах. Обмен опытом в области архитектуры немаловажен. Поэтому организаторы пригласили ведущего архитектора Института развития города Казани Римму Хасанову. Она провела курсы повышения квалификации для педагогов. И также я проводила лекции для учеников, ознакомливала их с нашими проектами, казанскими, татарстанскими, и рассказывала про свой опыт, который будет им полезен. Рассказывала про различные подачи архитектурных проектов, чтобы они в дальнейшем, если захотели стать архитектором, могли эти знания использовать, и им было легче входить в эту профессию. Будущая инфраструктура и архитектура города зависит от таких талантливых и креативных ребят. Именно они будут адаптировать городскую среду под современные потребности жителей, не забывая об историческом наследии и культурных традициях. Туяра Филиппова, Иван Яковлев, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека. И здесь хорошим помощником как раз выступает книга, которая помогает формировать мировоззрение ребенка, его нравственность, ценности и общий уровень культуры. Году семьи, году детства централизованная библиотечная система Якутска запланировала выпуск закладок с книжными рекомендациями, которые будут распространяться среди населения нашего города. Акция «Уютное чтение для всей семьи» нацелена на формирование традиций семейных чтений, всестороннее развитие личности ребенка, формирование пространства для диалога детей и взрослых, продвижение библиотечных ресурсов среди населения города. Так как этот год у нас объявлен в России годом семьи, а в Якутии годом детства, то в связи с этим централизованная библиотечная система и Центр «Мой бизнес» инициировали проведение акции «Уютное чтение для всей семьи». Для этого мы разработали вот такие вот книжные рекомендации в виде закладки. Каждый, получивший эту закладку, сможет удаленно зарегистрироваться на сайте нашей библиотечной системы, стать нашим читателем. Школьники Мирнинского района в весенние каникулы погрузились в программирование, виртуальное пространство, анимацию и нейросеть. Уже второй год подряд IT-Куб проводит каникулы для детей. Подробности смотрите далее. В Мирном IT-центр открылся к концу 2020 года. За время его работы были проведены различные курсы для населения района. На данный момент здесь проводится обучение детей до 18 лет. Ребята занимаются по направлениям графическая анимация, программирование, разработка VR-приложений и так далее. Да, я хожу в ЦДО очень долгое время, к Виктории Альбертовне. Мне у нее очень нравится. Я изучила регенерацию текстов, фотографию и искусственный интеллект, 3D-модели и так далее. Работает IT-центр и в каникулярное время. Так, в весенние каникулы все желающие дети Мирнинского района погрузились в программирование, виртуальное пространство, анимацию и нейросеть. Ну, как раз-таки у нас очень большое количество детей по технической направленности, так как сейчас уже современные технологии не стоят на месте, и, конечно, дети очень заинтересованы в этом. Второй год подряд IT-Куб проводит IT-каникулы для детей с целью приобщения детей и подростков города Мирный к инновационной деятельности в сфере информационных технологий и IT-инжиниринга. Педагоги IT-Куба подготовили интересные, насыщенные программы. В течение недели ребята учились основам анимации, 3D-моделированию и виртуальной реальности, а также осваивали искусственный интеллект.
2 года IT-центр Мирного становится офлайн-площадкой для проведения всероссийского диктанта по информационным технологиям IT-диктант. Кроме того, еще в прошлом году на средства грантовой поддержки республики IT-центр Мирного стали победителями и открыли первую анимационную студию. Анна Васильева, Мирный. К этому часу у меня вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.